4 июня 1992 года Верховный Совет России принял закон о создании Ингушской республики, который предусматривает демаркацию границ Северной Осетии на основе закона о реабилитации репрессированных народов. Территориальная реабилитация должна повлечь за собой возвращение ингушам пригородного района, отошедшего к Северной Осетии после их выселения в 1944 году. Закон принят, но реализация его будет непростой. Слишком много исторических нитей сплелось в тугой узел на правобережье Терека, там, где раскинулся пригородный район. В 1784 году вблизи ингушского селения Заур-Юрт была возведена крепость Владикавказ, своеобразный северокавказский Вавилон, где российскими властями был припасен и кнут, и пряник для осетин, ингушей, казаков, армян, греков, евреев. С 1924 по 1933 год Владикавказ Орджоникидзе управлял Северо-Осетинской, Ингушской автономными областями и Сунжинским автономным округом. В 1933 году правобережную часть Владикавказа, в которой проживало 30 тысяч ингушей, передали Северо-Осетинской АССР. В 1944 году ингушей репрессировали. В 1957 году ингуши стали возвращаться на свои земли, но их зачастую даже не пускали в родные села, на порог собственного дома. Но люди все равно возвращались, несмотря на постановление Совета министров СССР об ограничении прописки и покупки домов в пригородном районе. Несколько тысяч ингушей годами живут здесь без прописки. По приблизительным данным, на исторической территории пригородного района проживает 60% ингушей. И хотя запрет на прописку отменен, люди до сих пор не могут получить ни штамп в паспорт, ни гражданские права. Осетинская сторона настаивает, чтобы ей передали адекватное вооружение. И ТАСС сообщает, что жители Цхинваля отправились в Ростов. Как жить, не имея своей родины, своего родного языка? Мы же такая же нация, как любая другая. Мы не имеем ни научных учреждений, ни учебных учреждений, ни своей газеты, ни телевидения, ни радио. Ингушский народ сегодня повис в воздухе, поделенный пополам между Чечней и Осетией. Почему нас разделили? Почему, значит, в угоду сталинистам, Сталину, значит, до сих пор это беспредел идет в отношении ингушского народа? Когда кончится беспредел? Когда кончится Вторая мировая война для ингушского народа? Когда кончится геноцид для ингушского народа, который начался еще в 1934 году? Мы против рядового осетина ничего не имеем. Пускай живут, как жили, так и мы будем жить. Здесь хватит места и для осетина, и для русского, и для армянина, и для грузина. Эта земля способна прокормить многих, если будем жить дружно. Но ведь юрисдикция должна быть ингушская для того, чтобы мы имели то, что я говорил. Значит, культуру, науку, значит, производство и так далее. Почему? Вот некоторые пугают, знаете, если ингушам отдать их непризнанный район, будет гражданская война, будет резня. Да никакой резни не будет. Это все пугает, это блеф. Не надо блефовать осетинскому руководству. Никакой войны не будет. Ни осетин, ни ингуш, никто не хочет умирать. Но есть же 3 района, которые явно будут ингушскими. Да, но а мне что, холодно и жарко, что там будет? Меня самого совершенно не волнует. Мне не нужна такая республика из 3 районов. Мне нужна республика из 4 районов, и чтобы мой район, пригородный район, который был ингушский, чтобы он был ингушский, под юрисдикцией Ингушетии. Эта большая ингушская семья вернулась в пригородный район из Казахстана, из ссылки. Старики, покинувшие свои дома еще в юности, смогли посмотреть на них лишь издали. Эти люди купили дом, но живут без прописки, не имея работы, не получая талонов на питание, не имея возможности получить медицинскую помощь. Часть семьи до сих пор живет в Казахстане. Я опять поехал туда, вот недавно было, то идут они драться толпом, то они идут. Вот такое положение. Ни сладки нам нигде. Не тут и не там. Там говорят, на родине езжайте, а тут говорят, что вы ищете, тут что приехали. И вот даже вот дети из школы, и то они же говорят, что вы ищете отцовские предки. В вашей родине не здесь, там живите, где вы жили. Тамара, а скажите, а почему вы так поздно вернулись? Только 88 Потому что нам негде было. Когда приехали, я остаюсь, я поживаю, то думаю, зачем я приехала сюда жить, и лучше бы где родители хоронил, там бы я осталась. А вы там похоронили родителей своих? Всех я там хоронила своих. Ну, Я здесь... на казахов не обижаю. Я не на их не верю.
что они меня воспитали. И сколько можно над нами издеваться? Это же не день, не два, не год продолжать. Ну, старики отмучатся, а дети, молодежь, дети что-то. Тоже так же? Ну, а вы себя считаете как вот? Кто вы? Граждане чего вы? России, Казахстана, Ингушетии? Вот это мы еще не определились. Неизвестно, куда и что. У чеченов своя республика, у осетин своя. Везде Да. у всех все определились, а мы вот не знаем, куда примкнуть нам. Мы же и референдум проводили, президента выбирали, думали, что у нас президент один с России будет. А ничего же нету, ничего не решает. У меня вопрос к ребятам. Вот здесь стоит осетин. Это ваш друг? Да. Ну а как вот взрослые вроде бы осетины с ингушами ругаются, а вы с ним не ругаетесь? Почему? Но он маленький. А когда большой будет? Не знаю. Вот подойди сюда, иди сюда. Я слушаю. Тебе что-нибудь плохое ингуш сделал где-нибудь? Кто мне что сделал, это я знаю, кто лично я знаю. Мы тоже лично знаем. Кто этот дом взорвал, тоже знаем, но молчим. Ну кто я сделал? Ты мне скажи, кто? Я его не знаю лично. Давай ты мне объясни. Осетины говорят, что ты взорвал. Ну, я не знаю, ингуши не говорят. Неужели я себе враг? Ты пойми, вот ты. Но я тебе говорю, я же не говорю, осетины говорят. Я тебе почем купил, потом продаю. Между осетинами и ингушами немало различий. Их языки принадлежат к различным языковым группам. Они исповедуют разные религии, отличаются друг от друга и темпераментом. Ингуши – народ более горячий, категоричный, осетины спокойнее, мягче. Да и судьбы у этих народов в годы советской власти складывались не похоже. Однако ни на той, ни на другой нации не может лежать клеймо проклятия за грехи не лучших их представителей. Наша печальная история знает немало примеров того, как волею одного человека шельмовались и обманывались миллионы. Большинство осетин, проживающих ныне на исторической территории пригородного района, выходцы из Южной Осетии. Часть из них, выпустившие ингушские дома, приехала добровольно, часть, повинуясь приказу. Село Сунджи. 17-19 век. Ингушское село Ахки-Юрт. Затем казачья станица. После революции и депортации казаков здесь вновь поселились ингуши. После депортации ингушей село стало осетинским. В основном молодежь родились здесь. Это считается их родина. Куда они могут пойти, скажите, пожалуйста? Куда, что они могут нам предложить? Это наше село, это наша родина. А что здесь, какому ингушу мы можем освободить дом, когда их дома нет? Они были плетеные, старые дома, саманные, они все развалились давно. Вот пускай хоть один ингуш скажет, что это мой дом, я этот дом построил. Нету, тогда все построено с 1944 года по сегодняшний день. Скажите, а если такое решение все-таки будет принято, и этот район передадут ингушам, сумеете... Однозначно передать ингушам, что ни один человек отсюда шаг не сделает. Ни один человек. И тогда вы не подчинитесь Москве? А Москва, если несправедливое решение будет в Москве, тоже неправильно. Это не могли так решить вопрос. Ну это же война. Ну а что теперь делать? Куда нам идти? Пускай Москва нам скажет, куда нам идти, что нам делать. Притом, значит, мы уже давно здесь живем, с 1944 года. Теперь, значит, еще беженцы сюда, к нам приехало около 3000 населения душ. Куда их девать? Добрый день. Вот вы живете в казачьем доме. Говорят, что есть такой вариант, что здесь будет казачий округ национальный. Как вы к этому относитесь? Никак. Нормально. Ну, придет какой-то казак и скажет, что вот у меня есть документы, что это мой дом был или моих предков. Вы им дом уступите? Конечно, нет. Это невозможно вообще. Пришел кто-то и говорит, давайте наш дом и так далее, и все. Что это значит? По-вашему, нормально? Ну, если у него будут документы, если он докажет исторически, что это его предки строили этот дом. Но мы же тоже его купили. Вы же должны понимать нас. Ну, а если Верховный Совет России примет решение вернуть сюда ингушей? Ты согласен жить в Ингушской республике? Я вообще-то не согласен.
с ингушами жить. А в Ингушской республике? Нет. Будет война и все. Вот вы говорите, кто-то придет и скажет, это наш дом и так далее. Что нам делать? Ничего нормального не будет. Есть люди, которые могут разобраться в этих вопросах. Пусть не осетинские ученые, пусть не ингушские ученые, пусть не казачьи ученые, а нейтральные ученые возьмут исторические документы и правду скажут, кто где когда жил, кто сколько проживал на данной территории, и кто в чем виноват перед этим народом. Ну, что должно быть для нас критерием? Вот как вам кажется, Российская империя, Советский Союз, прошлая эра, начало христианства. Что может сейчас быть критерием для того, чтобы определить, кто где проживал? И я не только из того, что сейчас есть реально, но исторически народ, который проживал на данной территории, одно-два поколения, он имеет право считать эту родиной своей. Казаки считают своей родиной станицу Тарскую, ингуши называют Тарскую Ангушты, сердцем Ингушетии. Слово «ингуши» пошло от ангушт. Осетины отстаивают свои права на эти земли. Написаны тома исторических трудов, сотни статей, доказывающих приоритетное право на эти территории той или иной нации. Историки не разобрались и не договорились. В спор вступили политики. И разрешать исторический спор, как часто бывает, предоставили человеку с ружьем. Село Ангушты-Тарское с двух сторон заблокировано прибывшим 12 дней назад Нижегородским полком дивизии быстрого реагирования. У вас есть среди ингушей друзья? Есть, вот это рядом, вот все, там ингуши, здесь ингуши. Это друзья? Же, да, друзья. Соседи. А у вас есть среди осетин друзья? Ну, я же работаю вместе с ними много лет уже. Есть, конечно. А вот вы без Москвы между собой договориться не можете? Я считаю, что старшины, ну, старики и договорились бы обо всем. Раз волей судьбы они сюда попали, когда-то нас выселяли, они тоже не виноваты. Раз они волей судьбы попали сюда жить, ну и пусть живут. Вы согласны жить в Ингушетии? Хорошо. Неплохо. Хоть ингуш, хоть осетин, хоть татар, хоть грузин. Какой разница? Ну, еще большая проблема, это из-за того, что вот эти беженцы с Южной Осетии, из-за этого тоже большая проблема встала. Да, вот это. Если бы этой проблемы не было, мне кажется, этот вопрос бы давно решился бы. И вместе мы могли жить. Жить мирно, иметь друзей, добрых соседей хотят, наверное, все. Какая же злая сила ожесточает людей друг против друга, отталкивает народы, лишает их родины? Кого винить в бедах? Изгоняемых или изгнанных? Беженцы из Южной Осетии и Грузии. Они оказались не совсем желанными гостями в Северной Осетии. По всей республике их число доходит до 100 тысяч. Между северными осетинами и беженцами вспыхивают конфликты. Коренные жители обвиняют кударцев, как они называют юго-осетин, в резком взлете преступности, в усугублении экономических проблем. В пригородном районе беженцев десятки тысяч. Они живут в аварийных помещениях, санаториях, школах. Большинство из них безработные. Да и здесь им неуютно.
Ведь пригородный район – спорная территория. У вас нет претензий к руководству Северной Осетии, но вот зачем вот в это спорное место, в место, на котором опять может политься кровь, селят беженцев, которые уже один раз пережили? А что они могут? Ничего. Без помощи правительства России наши правительство ничего не может Какое сделать. будущее для ваших детей? Скажите, вот в чем вы видите будущее ваших детей? Я абсолютно ничего не вижу. Мы думаем и ждем каждую минуту, или смерть больше ничего не ждем. Абсолютно, ты скажи, 1,5 года здесь живем, кухня нету, кухня. Чем изготовлять? Работу вам обещают? Закрывается весь завод, а кто обещает, еще непонятно. Сейчас везде сокращение, откуда? Сокращает и закрывает. А чем жить, непонятно. Весь Кавказ, все наши предки жили. Земля, значит, тогда я сомневаюсь, как это можно сказать. Они говорят наша земля, грузины говорят наша земля. А где наша земля? Где нам жить? Скажите, пожалуйста, мы туда поедем. Не допускайте вот такой возможности. Вот здесь объявляется Ингушская республика, но вас оставляют здесь жить. Здесь? Да. А вы как думаете, как нам грузины, так они сделают, нам здесь оставляют? Вы как думаете? Если помириться, вот по путем, по переговорам или по хорошему, это никогда не получится. Вариант нету такой. Один раз столкнут друг другу нацию, кто побеждает, тому остается и той земли, и той земли. Все, остальный выход нету. Я это знаю. Ни здесь, ни в Москве, нигде нету власти. Все. Власть был, пока Сталин был. И дай Бог еще лучше пожить Брежнев, Леонид Ильич. Пусть он еще жил, еще лучше был, чем это негодяи вообще, начальники наши. И ваши, и наши. Российский парламент принял исторический закон о реабилитации репрессированных народов. Но репрессии продолжаются. И не все здесь зависит от российского руководства. Народы, нации, политические партии, да просто семьи продолжают репрессии по отношению друг к другу. Одни политики заявляют, что все решат путем переговоров и тут же создают гвардии, отряды самообороны. Другие ищут союзников и тут же предают их. Третьи призывают к исполнению законов и сами их нарушают. А страдают простые люди, вечные переселенцы. Сегодня у ингушей праздник. Они празднуют реабилитацию своей родины и верят, что закон дает им право жить и радоваться. Но для кого-то этот закон – ущемление прав, нарушение привычного уклада жизни. Кто разберется в этом споре? Опять человек с ружьем?